Здравствуйте, уважаемые зрители! Ровно 100 лет назад, в 1922 году, в России закончилась гражданская война, и перед утвердившимися у власти большевиками встала задача выхода из масштабного кризиса, вызванного многочисленными войнами и революциями. Для решения экономических проблем советское правительство приступило к реализации денежной реформы. Сегодня мы познакомимся с основными видами банкнот, хранящимися в фондах нашего музея и выходившими сначала в РСФСР, а затем в СССР в период с 1921 по 1924 годы. Во второй половине 1921 года в оборот была введена последняя партия так называемых совзнаков или расчетных знаков, впервые появившихся еще в 1919 году. Так как в ближайшем будущем большевики планировали полностью отказаться от денег, то качеству бумаги и изображений купюр не уделялось достаточного внимания. Банкноты от 100 до 1000 рублей имели одинаковый размер, похожее оформление лицевой стороны и отсутствие рисунков и надписей на оборотной стороне. Купюры более высокого номинала заметно отличались. Они имели больший размер, дополнительные надписи, такие как серия, номер, предостережение о подделках, текст «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на 6 языках – немецком, французском, английском, итальянском, китайском и арабском и изображение на оборотной стороне. Оздоровление денежной системы специалисты Народного комиссариата финансов решили начать с выпуска обеспеченных золотом банкнот, червонцев и разменной серебряной монеты. Прежде чем это сделать, планировалось укрепить доверие к советским знакам. Уже осенью 1921 года, когда миллионные цены были вполне обычным явлением, назрела необходимость первой в истории РСФСР деноминации, которая проводилась до весны 1922 года. Один новый рубль обменивался на 10 тысяч любых ранее выпущенных. Об этом сообщалось на обратной стороне новых купюр. Несмотря на то, что название «расчетный знак» было заменено на «денежный знак», качество новых банкнот осталось прежним, что выдавало идею их временного выпуска. Номиналы постоянно увеличивали, и летом 1922 года вышли купюры в 5000 и 10 тысяч рублей. Снижение покупательной способности рубля делало нерентабельным печатание купюр крупного размера, и правительство в декабре 1922 года разработало так называемые гербовые марки, напоминающие марки, которыми во времена Российской империи оплачивали некоторые налоги и сборы, наклеивая их на документы. Они выпускались листами по 20 штук, 4 на 5, и разрезались вручную. Данные купюры были выведены из обращения 1 октября 1923 года. В марте 1923 года власти проводят еще одну деноминацию, которая сопровождалась введением в оборот новых банкнот. При этом обмен производился по курсу 1 к 100, то есть 1 рубль 1923 года был равен 100 рублям 1922 года, о чем сообщалось на оборотной стороне денежных знаков. Однако купюрами образца 1922 года пользовались до октября 1923 года, когда они официально были отменены. Тогда же был произведен второй выпуск банкнот 1923 года, которые действовали наряду с денежными знаками первого выпуска и отличались лишь отсутствием ненужной надписи о деноминации. В марте 1923 года в дополнение к новым денежным знакам выпускаются разменные карточки с изображением монет, печатавшиеся листами по 10 штук с перфорацией. Номиналов 5, 10, 15 и 20 копеек были изготовлены, но в обращении не вышли. Использовались карточки номиналов 50 копеек. В декабре 1923 года появляются первые банкноты с гербом СССР. Ранее печатались только с гербом РСФСР. Они имели очень сложное и красочное оформление, а также указания номинала на разных языках. Например, на 10 тысячах изображался большой каменный мост в Москве с видом на Кремль. В обращении они были всего лишь 2 месяца, пока им на смену не пришли новые деньги образца 1924 года. Представленные банкноты были введены в оборот в феврале-марте 1924 года в качестве дополнения к монетам, которых поначалу было выпущено ограниченное количество. Указанные денежные знаки принимались до конца лета 1926 года, но фактически уже почти не использовались с начала 1925 года. От ранее выпущенных новые купюры отличались размерами, нестандартной вертикальной ориентацией, а также обозначением номинала на 6 языках – русском, украинском, белорусском, армянском, грузинском и тюркско-татарском.
Завершающим этапом денежной реформы стало изъятие в августе 1924 года купюр образца 1923 года и обмен их на рубли, обеспеченные золотом в соотношении 1 к 50 тысячам. Таким образом, за 2 года денежной реформы рубль был деноминирован в 50 миллиардов раз. Введение обеспеченного золотом рубля позволило укрепить финансовую систему и начать медленный, но верный выход из масштабного кризиса. Результаты реформы были настолько впечатляющими, что следующий этап реорганизации денежной системы произошел лишь только после Великой Отечественной войны в 1947 году. Но это уже другая история.